Знаменитый спектакль театра кукол имени Сергея Образцова «Необыкновенный концерт» прошел с полным аншлагом в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Своими яркими впечатлениями о легендарной постановке поделилась наша коллега Насиба Гулямова. Если принято считать, что театр начинается с вешалки, команда кукольников Сергея Образцова еще в далеком 1931 году опровергает эту аксиому, давая старт своему творчеству с представлений прямо на улицах и гастролируя на колесах. И сегодня вот мы видим последние приготовления к началу показа этого спектакля в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни у нас в Душанбе. Будем смотреть вместе. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Или, как говорят в вашем прекрасном городе, ассаламу алейкум. Государственный академический театр, Центральный театр имени Сергея Образцова, он является крупнейшим в мире театром. Театр кукол, который был создан в 1931 году. Необыкновенный концерт, который будет сегодня представлен нашим душанбенцам, он является популярным спектаклем, который вошел в книгу рекордов Гиннеса. Спектакль, который собрал самое большое количество зрителей, которые посмотрели по всему миру. И каждое выступление, каждый спектакль всегда проходит с аншлагами. Сергей Владимирович Образцов, он является величайшим кукольником 20 века. Радует наших зрителей, вообще всех жителей республики, не только столицы, то, что репертуар театра, который вы возглавляете, пополняется все новыми и новыми постановками для наших юных зрителей. И если некоторые считают, что это вот академический театр, но ведь очень важно, что вот это воспитание начинается именно с вот этого театра, духовное, культурное. Мудрая политика лидера нации, основателя мира, единства, президента Республики Таджикистан, уважаемого Умали Рахмона, его политики в области культуры и искусства нам сегодня дают возможность работать с самыми передовыми театрами всего мира. И, конечно же, детский репертуар для нас играет очень важное значение, потому что в детском возрасте мы воспитываем у детей вкус, мы воспитываем интерес к оперному искусству через детские произведения. Поэтому я считаю, что пропаганда репертуара именно детских спектаклей, она обязательно должна быть. Поет и пляшет Мура Шурина. А вариации на скрипке Шура Мурин. Кхел. Очи жгучая и Нам все очень нравится, спасибо. Мы не ожидали, что ваш город так похорошел. Он действительно выглядит сейчас очень хорошо, а вот строительство, когда закончится, думаю, будет выглядеть вообще действительно по-королевски.
Нам все очень нравится, спасибо. Мы не ожидали, что ваш город так похорошел. Он действительно выглядит сейчас очень хорошо, а вот строительство, когда закончится, думаю, будет выглядеть вообще действительно по-королевски. В чем вот уникальность вообще и постановок, и вот этих замечательных кукол, что они не теряют своей популярности? Из-за того, что над созданием этих кукол работали удивительные люди. Это и художник, это и драматурги работали над этим спектаклем. И Сергей Владимирович Образцов, он всегда собирал команду, ну, то есть лучших людей, лучших творцов. Есть желание возникло еще раз приехать к нам в Душанбе? Конечно. Мы будем смотреть вашу постановку сегодня и ждать вас вместе с нашими зрителями в гости. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.